мы будем делать все-таки перерыв, потому что я по опыту знаю, я в 90-е годы очень много выступал со стихами. Это вот сейчас у меня редко это бывает, поэтому я очень волнуюсь. Вот. А вообще, я знаю по опыту, что больше 20 минут стихи слушать нельзя. Это уже потом просто начинаешь плыть и уже ничего не воспринимаешь. Вот. Потому что стихи – это особый вид творчества, это большая концентрация мыслей и чувства вот, в одном слое, в одной строчке. Поэтому приходится очень сильно напрягаться. То есть хорошо читать. Читать можно хоть целый день. Вот. А слушать труднее. Слушать – это большая работа, слушать стихи. Вот. И тем не менее, я вот думаю, что стихи, я почему вот люблю выступать, потому что стихи это как музыка. Вот просто ноты, они никому ни о чем не говорят, кроме специалиста. Ну, кто может эти ноты увидеть, и у него заиграет в голове, скажем, у дирижера, у какого-то, который способен читать партитуру. Да? А вот стихи, они тоже, они как ноты, их нужно обязательно проговорить, их нужно сказать, их нужно исполнить. Вот сегодня я попробую вам исполнить такой концерт вот, из стихов. Знаете, это вот немножко мне напоминает, вчера я ВКонтакте прочитал такую фразу. Одна девушка решила перестать есть после 6 и выпила котлету. Я сегодня тоже вам попробую прочитать, попробую выпить котлету, то есть попробую вам спеть вот, свои стихи. И хочу я начать все-таки с раннего, старого периода, который мне очень дорог, ну, хотя бы потому, что мне тогда было 30 с небольшим. Когда у меня стали получаться стихи, у меня был возраст где-то около 30. В начале 90-х годов стали получаться, на мой взгляд, хорошие стихи. Вот. И из них очень много, действительно, вот Наталья Витальевна правильно сказала, стихов про музыку, потому что я с 85 по 90 учился в музыкальном училище, а с 90 по 95 год учился в консерватории Нижегородской. Поэтому с музыкой, конечно, очень тесно связано все. Вот. И поэтому я сейчас вам прочитаю сразу несколько стихотворений, связанных с музыкой. Вот начнем хотя бы с этого. Виолончелист. Посвящение Анатолию Дмитриевичу Лукьяненко. Это такой виолончелист, который у нас был концертмейстер виолончельной группы в оркестре. Очень красивый человек и очень хороший музыкант. Как он просто изящен в своей простоте. Сколько воли в движении сильной руки. А душа у них общая по красоте и таланту. За тем, что они двойники. Не поется, когда пересохло во рту, не играется, если не дышит смычок. Даже в зале, на людях, в цветах, на свету так покорно ложится она на плечо. Конский волос и сталь, пальцевой полукруг, и ты ждешь, что откликнется кто-то с небес. Эта боль не пройдет, это счастье не вдруг, этот звук надо просто услышать в себе. Это вовсе не музыка. Станет ли Бог пустяками тревожить людские сердца? Это муза. 10-я муза любовь без труда пародирует голос Творца. Пусть земля только детская шалость, качель, что сорвалась с петель и плутает в веках. Не молчи, расскажи нам опять, музыкант, как нежна, как доверчива виолончель. Вот такой стих. Вы знаете, я учился на контрабасе в училище у виолончелиста, и у него висела на стене такая надпись, была написана: «Петь надо так, как поет виолончель». И подпись: Федор Шаляпин. Вот. А я снизу приписал другую надпись: «Петь надо так, как поет Шаляпин». Подпись: виолончель. Вот, всем было очень весело. У нас как раз там виолончелисты занимались в этом классе, ну и я там со своим контрабасом. Обычно на контрабасе мало кто, недобор всегда бывает, инструмент такой непопулярный. Вот, следующее стихотворение называется «Твой пианист». Играли Шумана, и ты, скучая, трепала вязаное украшение, цветок в петлице. Лишь из уважения к соседям, к музыканту и к звучанию роскошного рояля я боролся отчаянно с дремотой. Было душно, молчало сердце, а такие уши скользили интонации вопроса по стенам зала. Шуман был навязчив в мелодии и педантично резок в аккордах. И минута настоящей
Я был обязан только интересом к тому, как ты безропотно внимала романтике мажорного молебна, где чувства было безнадежно мало, а пианист играл великолепно. Вот это такое отношение к Шуману, я честно вам скажу, я его недолюбливаю. Но чувствуется, да, видно. Ну, а это вот совсем другое. Это был такой очень хороший композитор. Ну, как, в смысле, он уже умер просто. Альфред Шнитке, может быть, слышит такое имя. Вот, он из так называемых авангардистов. Ну, сейчас уже это, по-моему, авангардом даже и не считается. Это 80-е годы так считалось. Сейчас уже все уже и не к такому привыкли. Вот, есть у него произведение, называется «Кончерто Гросса». Это, значит, для двух солистов, для виолончели и скрипки с симфоническим оркестром. Вот, и у меня есть пластинка, где играют солисты Наталья Гудман, вот, может быть, кто-то слышал это имя, виолончелистка очень знаменитая, и ее муж Олег Каган. Вот, муж ее, к сожалению, умер очень рано. Вот, а она до сих пор играет, мы ей компонировали, я ей подарил это стихотворение, она мне там автограф оставила на моей бумажке. Вот хочу вам прочитать. И стихотворение вот написано, оно вот по звучанию, вот по пластинке, такое программное такое стихотворение. Так называется «Кончерто Гросса». Солисты сплетали венок пицциката, и было дыхание музыки ровным, в согласии с ритмом пульсации крови. Чуть теплилась тема, дробилась на такты. И праздничным быть обещала аллегро. Но я уже знаю, что Шнитке обманет, тебя незаметно к себе прижимая, следил, чтоб твои не полопались нервы. Оскалилась медь золотым диссонансом. В короткую паузу втиснулся ужас, но скрипка впустила тебя в полукружие печального средневекового танца, немного похожего на сарабанду. Когда ты заплакала, будто рубанком, по струнам, по сердцу прошлись музыканты, и смерть на литаврах сплясала ламбаду. А флейты так мило потом щебетали, как птицы на кладбище. Снова аллегро, помпезное, шумное, что за манера выпячивать медь? В финале я только угадывал кожей пустой флажолет, как полет паутины. И ты не ушла, но уже уходила. Как мы одиноки, и Шнитке о том же. Снимаю кольчугу твоих поцелуев, вдыхая разреженный воздух разлуки. Под звукоснимателем пенятся звуки, и Шнитке беснуется, Шнитке лютует. Иван Генрихович, родной брат его поэт, Виктор. Родной брат его поэт. Правда, что ли? Да, Виктор Шнитке. Да. Вот в интернете найдите. Вот я одно время на духовом отделении учился, мне пришлось с него уйти, я на трубе играл 2,5 года, ну, у меня вот зубы, неважно, поставлены, поэтому у меня диапазон не рос, мне пришлось поменять инструмент. Вот. А на духовом отделении мне очень нравилось звучание кларнета. И вот по этому поводу вот есть стих, который называется «Художник пел». Ложились звуки влажными мазками на холст, в палитру красок и созвучий. Кларнета тело, трепетно лаская, художник пел, сплетая пальцы в случай. А в черном теле билось вдохновение, как сердце, бьющееся в селках плененной птицы. Все затаились и потом поверили, и музыке позволили родиться. И было утро, плыл туман по глади водной, и грезы озера в лазуре замирали. Пейзаж звучал, рождаемый сегодня, сейчас, объявленный нам пасторалью. Художник пел, в волну весло врезалось, катился бот, уключены визжали. В века вросло оцепенение зала, как Бог на Моисеевых скрижалях. Художник замер, кисть в руке погасла, кларнет от губ оторванной знобила. Минутой позже людям стало ясно, художник пел, и это точно было. Так, ну, если вот музыкальную тему уже, наверное, стоит закрыть, перейдем тогда, знаете, к осени. Вот на дворе сентябрь, сегодня такая дождливая погода, и вот очень хорошо, я думаю, подойдет. Есть такой небольшой цикл у меня, он называется «7 осенних песен для чтеца соло».
Да когда устанете, вы скажите, мы еще о чем-нибудь поговорим. Первое. Я забыл, как делается стих, и утратил веру в совершенство. Где-то потерялся или стих, ветер сумасбродства, сумасшествия. И моя хмельная голова без вина все чаще никнет долу. Знаешь, есть такие острова в океане, не плывут, не тонут. Если в 30 жив еще, покой не бывает для души обузой, лишь бы не последней строкой тешила и утешала муза. Вторая с названием ОРЗ. Ну, сейчас говорят ОРВИ, раньше говорили ОРЗ. Недавно перенес как раз. Осенние сумерки, как замирающий альт. Сентябрьский насморк. И будто из детской хлопушки простуда, как в ночь новогоднюю, хлопает в уши. Ложится листва золотым конфетти на асфальт. Свидание с осенью, сколько в нем смысла и тайн. Какое блаженство в объятиях последнего солнца, которое завтра, быть может, уже не вернется. Мое городское ненастье, мой пасмурный край. Осенние будни, всегда запоздалый рассвет, холодную тьмою пронизано хмурое утро. Все это потом. А пока так красиво и мудро, все краски земли угасают, исходят, а нет. Третье, тоже с названием, называется реанимация. Проходи же в мою тишину, в мой пустынный, в мой комнатный гробик. Я спою тебе песню одну, об одной интересной особе. Проходи же в мою тишину. Будешь слушать, ты будешь гадать, кто из нас двоих все-таки спятил, и тогда снизойдет благодать на тебя в виде солнечных пятен. Будешь слушать, ты будешь гадать. И подумаешь, может быть, смех – это только приправа для ссоры? Нет, мой милый, шалишь. Просто смерть не выносит ни света, ни ссора. Ты подумаешь, может быть, смех? Шагана – это моя шагана, да? По ритму очень похож. Четвертый называется «Мой ангел». Мой ангел теплыми крылами укрыл меня от звуков тьмы, от их бесовской кутерьмы в житейском суетном бедламе. Он видел, я жесток и жаден. Он знал, душа моя больна, и высветил ее до дна, до самых неприметных впадин. Он говорил мне тише, тише, и целовал в горячий лоб. И мой мистический озноб давал мне время передышки. Я научился понимать его святые сны и песни. Не так легко, когда мы вместе. Не лицемерить, не лгать. Пятое называется «Застольное». Кто-то в праздной болтовне находит толк, кто-то лечит скуку музыкой и чаем. Я мешаю с алкоголем и печалью ностальгический сентябрьский холодок. Я смешнее, чем вам кажется, мадам, и судьба моя загадочнее вашей. Я так пьян, и в голове такая каша, но душа моя всегда покорна вам. Вы красивее и ярче, чем она, та, которую я ждал все эти годы, та, чья музыка из слез и непогоды. Ваш мотив, мадам Вивальди, и весна. Вы звезда, звезда с неведомых небес. Я космическая пыль, мадам. Вы правы. Пьянство очень нехорошая забава. Извините, я сегодня не в себе. Шестая, без названия. Мы были непослушны и сильны, насмешливы, жестоки, лукавы. Сквозь детские несбыточные сны нам грезились не детские забавы. И все ж мы были дети. За игрой мы забывали обо всем на свете, не замечая, как за слоем слой растет в сердцах пыль судеб и созвездий. Бежали дни, месяцы текли, а годы разделяли и судили счастливых обитателей земли, крушителей игрушечных бастилий. Языческие детства божества, дворовые свободы и святыни, греховные, сомкните мне уста высоким ощущением пустыни. В конечном счете каждый одинок. Судьба не терпит клятв и обещаний. Прощай. Судьба сама назначит срок и место наших будущих свиданий. И седьмая, последняя, тоже без названия. Прошу осени любви, все трепетней, все откровенней, шепчу ей вслед, благослови, о мудрое на вдохновение. Побудь еще в моем окне, червонной позолотой скорби,
душистой тенью на стене, дождливой тенькающей дробью. Я так люблю твою печаль, твое сиротское уныние, небес студеная эмаль с оттенком бесконечной синим. Она уходит не спеша в другие сны, видения, грезы. И день за днем, за шагом шаг в душе все инистей, морозней. Вот такой цикл осенний, 7 осенних песен. Вот, ну, может быть, маленькую паузу сделать. Кто не знает, я скажу чуть-чуть два слова о своей жизни непутевой. Значит, родился я в 1961 году, в год космонавтики. Вот, и в 1977 году я закончил школу, меня отправили в 6 лет в школу. Тогда это было непросто, но мои родители были учителя, поэтому они договорились с директором, и меня взяли в 6 лет. Вот, поэтому в 16 лет я уже школу закончил, в 16 лет я уже был студентом Политехнического института, вот, который закончил в 1982 году как инженер-конструктор автомобилей. Вот, проработал год по распределению, отслужил в армии. Пришел из армии, поступил в музыкальное училище. А параллельно, кстати, с институтом я еще закончил учебную музыкальную школу по классу гитары. Вот, тогда это было можно. Вот. И потом вот поступил в училище закончил, начал его как трубач, закончил как контрабасист. В консерваторию поступил уже как контрабасист, закончил ее через 5 лет. Вот. Ну, а в 2000 году рукоположился в сан диакона. Пробыл диаконом 15 лет, за это время успел закончить Нижегородскую семинарию духовную в 2006 году. То есть это уже вот мое 3-е было образование. Вот. И когда? 4-й год я как священник. То есть 15 лет я был диаконом, вот 16 лет меня руководил митрополит Викторин, священники. Вот. Ну, а стихами я занимался, начал я заниматься песнями. Да. А что подвигло вас так резко изменить направление? Да не резко, конечно, резко ничего не бывает, тем более в таких вопросах. Нет, не резко, просто сначала я... Публика другая. Вы знаете как, я ведь на самом деле был человеком воинствующим, безбожником, вот. Но мы вот с приятелем моим в армии искали, в чем смысл жизни. И вот потратили на эти разговоры многие часы. Так мы его и не нашли. Мы пришли к выводу, что в жизни смысла жизни нет. Если человеком быть честным до конца перед самим собой, то без Бога и без вечной жизни смысла в ней нет. Вот эта вот череда смертей и рождений, она бессмысленна абсолютно. Если нет воздаяния, если нет посмертной какой-то судьбы человеческой, и если нет вечной жизни, смысла в этом абсолютно никакого нет и быть не может. Ну, некоторые говорят, смысл жизни в детях. Ну, хорошо, в детях, да, ну вот я умер, вот, скажем, через год, через 2, через 3. Вот мои дети, вот мне сейчас младше 10 лет. Но если меня нет и уже никогда не будет, что мне до этих детей? Вот пока я жив, да, я за них переживаю, я беспокоюсь. А что мне дальше до них? То есть вот учишься там. Вы знаете, вот есть такой писатель французский, Альбер Камю. Я забыл, как у него этот роман называется, но вот он очень выразительно описал, что вот этот мозг человеческий, который потратил столько сил, чтобы там закончить, ну вот как у меня, скажем, 3 высших образования, да, и вдруг смерть. Ну и что? И ради чего это все было? Все вот. И потом какой-то червяк заполз там через ноздрю или еще через что-то и съел этот мозг мой. И что дальше? Ну чего? Какой в этом смысл? Ну это же чушь какая-то, чепуха. Вот. И эта чепуха меня довела до того, что я начал очень сильно пить, и пил здорово. В течение 3 лет, наверное, вообще не просыхал. Вот. Тем не менее, вот учился в консерватории, стихи писал. Вот. Но, тем не менее, вот почти когда до ручки дошел, вот тогда Господь взял меня за шкирку и от пропасти от этой отодвинул. Вот. И вот методом от противного я пришел к Богу. Вот. То есть вот от этой бессмыслицы я наконец пришел к тому, что имеет смысл. Вот. И когда вот речь заходит о том, что вот как, чего, вот вопрос, каким образом, вот таким образом. То есть я наконец обрел этот смысл. Вот. Ну, конечно, эти старые привычки, которые у меня были, грехи и так далее, все это, конечно, очень сложно выгоняется из души. Но, тем не менее, работаем тихонечку, выгоняем. А вы знаете, вот столько людей заблудших, особенно сейчас. И как бы вам поделиться своим опытом
чтобы... Так вот, делюсь. А вы знаете, можно писать об этом. Как выбраться из этого пути, который ведет в никуда? Это же столько наркоманов, алкоголиков, опустившихся людей, причем, будучи молодыми, эти люди вступили на столь скользкий и страшный путь. Вы знаете, словами, я так понял, никому ничего не докажешь. Ну, Вот сейчас а у как-то меня... у вас произошло же вот все? Сознание. Ну вот как-то произошло, это не моя заслуга, это А меня чья? Бог привел, Да? пожалел и привел в храм. Вот, я думаю, ну с другой стороны Бог зовет всех, Он же не только меня звал, Он и других тоже зовет. Вопрос в том, что отвечает человек на этот зов или не отвечает. Ну вот я ответил, а кто-то не отвечает, а причины бывают разные, почему человек не отвечает. Кому-то просто лень менять что-то в своей жизни, а менять приходится очень много. И вы знаете, чтобы вот быть христианином, есть очень много вещей, от которых надо отказаться. Причем отказаться раз и навсегда. А есть много вещей, которые, наоборот, нужно начать делать. И делать так скрупулезно, очень тщательно, внимательно. Ну, сами знаете, духовная жизнь, она не простая. Хотя, конечно, те плоды и те радости, которые она человеку доставляет, они, конечно, несравнимы ни с какими другими радостями на свете. Вот. Ну и потом жизнь настолько меняется, что просто вот, как некоторые говорят, как ты вот смотришь на мир через розовые очки. Вот. Через розовые очки обычно смотрят на мир кто? Ну, дети, там, подростки, да, какого-то определенного периода. А вот, знаете, вот я сейчас как раз через эти розовые очки и смотрю. Мне все нравится. Мне нравятся люди, какие бы они ни были. Я их всех люблю. Вот, я нахожу во всех хорошие, и меня все радует. Вы знаете, есть, конечно, у меня там какие-то скорби, но они настолько мимолетные, и настолько они вот в моем нынешнем положении легко переживаются, что я сам себе удивляюсь. Вот, А без поэтому я веры очень, да. обрести такое состояние, что вы всех любите, вам не удавалось? Да нет, наоборот. Там был такой эгоизм жуткий, который, наоборот, заставлял меня думать о людях плохо. И наоборот, я всегда как-то старался устроиться за счет других. Мне все мешали. Вот я считал, что я такой гениальный, а мне все мешали в жизни. Поэтому как я мог любить? Я, наоборот, не любил. Мне встречались люди, все мне мешали. Мне, ну, я уж не буду рассказывать, кто конкретно мешал, но мешали все. А мне вот хочется... А сейчас помогают. А сейчас Я наоборот. перепомню Всех, через- кого мне Господь посылает на своем пути, я и другим говорю, и сам стараюсь извлекать пользу духовную из любой ситуации, в которую я попадаю в жизни. И вам всем советую этим заниматься. Это очень хорошее, интересное занятие. Ну, может быть, кто-то читал или слышал такую историю про Полианну. Да. Вот она примерно тем же самым занимается. Она тоже старается извлечь ну, там, правда, немножко уклон другой, там все больше про оптимизм. Вот. Ну, а здесь как? Вот из любая ситуация, которую человеку ставит Бог, это как экзамен. Небольшой экзамен или, может быть, зачет. Вот. И если ты его не сдаешь, то ситуация повторяется. Бывает даже более худшей, более такой серьезной форме. Вот. И пока не сдашь, так оно и будет. Вот некоторые люди там, например, устраиваются на работу. Ой, я тут работать не могу. Вот начальник вот такой вот, что я не могу с ним. Он меня просто достал, замучил. Это вот соседка, она постоянно там песни поет или в носу ковыряет. Ну и так далее. В общем, все время что-то человек раздражает. Я поменяю работу. Он меняет работу человек. Все то же самое. И вот сколько не меняй, ничего не изменится. Потому что менять-то надо не соседку, не начальника, а начинать-то надо с себя и заканчивать собой. Вот, поэтому пока с самим собой не разберешься, так и будет тебе все мешать, все тебя будут раздражать. Но человек может совершенствоваться, даже если он неверующий. Абсолютно точно. Но я опять же говорю, той радости, которую испытывает человек верующий от всех вот этих своих побед и вещей, о которых я сказал выше, никогда не испытать человек неверующий. Никогда в жизни. Он все время будет все равно чем-то недоволен. Постоянно что-то будет не так. И главное, что самое неприятное, что неверующему человеку тоже придется умереть, так же, как и верующему. Только вот умирать по-разному придется. Верующим и неверующим. То есть верующий это умирает с упованием, с надеждой, а неверующий, он как в омут с головой. Вот как мой папа. Я же видел, он хоть и храбрился, но я видел, что он боялся смерти. Боялся, а я уже давно перестал ее бояться. Давно перестал. Потому что чего ее бояться? Вот все, что уже здесь вот было, за 57 лет, которые я прожил, я уже все посмотрел.
все увидел. Вот, поэтому цепляться мне за что-то, вот здесь я удивляюсь, глядя на людей, которые хотят там 300-400 лет прожить, замораживать себя, чтобы там потом очнуться и потом жить. Ну, у них, может, большой вкус к жизни, интерес. Нет, дело в том, что вот та жизнь, которую мы здесь проводим, она, это, в общем, по большому счету и не жизнь. Настоящая эта жизнь, она вот там, за гробом начинается. А это вот подготовка. Понимаете, вот учиться, конечно, интересно, но работать, как правило, всегда интереснее. Вот ты учился в институте или там в консерватории, потом начинаешь там творческий путь свой, и все раскрываешь, все развиваешь свой талант, раскрываешься. Все равно вот это, вот и здесь то же самое. Здесь мы учимся любить. А там, в вечной жизни, мы будем уже эти плоды, которые мы здесь накопили, вот этот чемодан с нашими доблестями, которые вот, о которых Господь говорит, что вот собирайте себе сокровища на небесах. Вот эти сокровища, как раз, которые мы собрали, вот мы туда приходим, и там наступает такая радость, о которой вот те люди, которые уже там, на небесах находятся, они говорят, вот особенно мученики, которые испытали здесь такие жуткие муки, с ними только что не делали, только и крючьями строгали, там, и солью посыпали раны, там, и клали их там на раскаленные решетки, а уж что НКВДшники делали, вообще страшно даже сказать с нашими там верующими людьми. Вот. И тем не менее, они говорят, что говорит, готовы были бы больше муки испытать, лишь бы вот очутиться здесь и вот наконец понять, что же такое на самом деле жизнь. Вот. Мы пока не знаем здесь, что такое жизнь, потому что мы живем в мире падшем, и мы сами падшие люди. Поэтому то, что мы здесь имеем, это, знаете, это такой слабый, очень слабый отголосок, оттенок того, что имели в раю Адам и Ева. Падший мир, ну что о нем говорить? К стихам можно вернуться. Давайте еще читаем. Ага. А то, знаете, Можно я про ваши стихи скажу? Да. Вы знаете, вот для меня ваши стихи являются как бы как зонтик, который открылся надо мной и защитил меня от той действительности, от той информации, которая, в общем-то, ну, она существует. Но что я могу сделать? Я только сопереживаю и разрушаюсь. А вот когда я вот слушаю ваши стихи, у меня какая-то, знаете, сила внутренняя появляется. Я чувствую какой-то внутренний рассвет. Мне опять хочется что-то созидать, что-то делать. И вот этот зонтик, хочется, чтобы он так и был. И мне очень хочется, чтобы... Я впервые с вами встречаюсь, ваши стихи впервые слышу. И думаю, что они очень нам нужны. Поэтому, пожалуйста, почаще выступайте, приходите хочу к вам нам. показать, чем я жил вот в те годы, вот какие страсти мордасти жили в моей душе, в моем сердце. Вот проиллюстрировать вот таким стихотворением, например, которое вот единственное, наверное, стихотворение, которое я написал, можно сказать, не отрывая руки от листа, очень быстро написал. Но такое состояние было. Вот оно так называется «Железнодорожное безумие». Что мне красный, зеленый, что мне стрелочник пьяный. Я теперь как влюбленный товарняк в фортепиано. Я нелепо ласкаюсь, я униженный юзом, бесконечный, без пауз, паровозные блюзы. Отправление когда-то из какого-то будто, в направлении куда-то, телепнайтное буду. Как сироты вагон, одинаковы с виду, не мажет вдогонку ни один индивидуум. Темп сродни темпу ссоры, по взбесившимся шпалам, путь не занят, я скорый, и не примут, я шалый, тамбура на запоре, не курить, оштрафую, искры в усмерть запорют, ночь к глумлению глухую, ваши палки в колеса, детский лепет угрозы, на поэтовы слезы, холодильники прозы, кровь окрасила буфер, по делам вам, зевака, сзади облачный пуфик, как жестоко, однако. Ничего не увижу, никого не застану, страх границ ненавижу, перережу заставу. Страны, улицы, окна, не касаясь планеты, от больничного дока до скончания света. Колесо ржавым лязгом в тупиковую ветку, смерть моя неответная и любовь неответная. Вот так вот я жил, вот такие вот стихи сочинял, веселые. Аплодировать хочется. Но, тем не менее, вот от этого уже никуда не уйти. Это было, это вот написано. Ну, где-то память. Ну, может быть, что-то вот... Вы начали о уже. себе, расскажите о семье своей.
О семье. А как о Детей детях? своих воспитывать. Да, о детях, да. Вот это Ну, интересно. дети, вот, которые сейчас со мной, я их воспитываю, стараюсь воспитывать в вере и благочестии. Ну, а те, которые в Нижнем Новгороде живут, у меня двое там взрослых детей, их там мамочки воспитывают. Я не знаю, как они их воспитывают. Но ведь с ними не общаетесь. Ну, правда, с дочерью мы общаемся, видимся. Вот, она сейчас мне скоро собирается второго внука родить. Вот. А сын меня не признает. Ну и правильно делает, потому что когда-то я его предал. Вот. И предал очень здорово. И это моя боль, моя совесть. И, в общем, тут мне оправдаться нечем. Ну, тем не менее, у нас тоже какой-то контакт появился. Но, во всяком случае, уже ВКонтакте там с ним переговариваемся. У него тоже сын растет. Вот. Причем сын-то мой, он тоже Иван и тоже Малов. Вот. Иван Иванович Малов. Ну вот, и ему уже, ну, сын у меня 83-го года рождения, а дочь 86-го года. Вот, ну а эти дети, которые со мной сейчас, вот, они старшие в армии, средний учится в 9 классе, в 41-м лицее, а девочка в 4 классе, в 41-м лицее. Вот, средний объявил себя безбожником недавно, где-то несколько месяцев назад. Вот, сказал, что нет никакого Бога, что это ерунда. Вот есть наука, и она все объясняет, а Бога никакого нет. Вот, ну и говорит так, что а где доказательства? Я ему начинаю что-то говорить, он мне опять, а где доказательства? Вот, в общем, требует доказательств. Вот, ну и когда мы начинаем, к сожалению, я веду себя очень часто неправильно, там, или начинаю издеваться над ним, там, или авторитетом давить, или еще что-то. Но лучше всего, конечно, в таких случаях просто молчать на эту тему. Мы сейчас вот соблюдаем с ним нейтралитет. То есть я стараюсь не говорить на эту тему, и он тоже. Мы просто поняли, что это бесполезно, вот, чтобы друг друга не раздражать. Вот. А 15 лет, сами знаете, такой возраст горячий, вот. Поэтому, конечно, трудно. Ну, вот знаете, немножко такие стихи почитаю вам, которые не про любовь, а... Ну вот я дружил, например, с актерами, с художниками в то время, вот 90-е годы, и вот рождались такие вещи. Например, театр комедии, стихотворение называется. Что случилось с собой, Снегурочка? И печально, сама не своя. Помнишь ли пастушонка с дудочкой и безумного мезгиря? Помнишь ли тот нелепый спектакль? Толстый в джинсовой шкуре волк, златозубки лисе поддакивал, запирал тебя на замок. А потом Дед Мороз пожаловал, оживился сомлевший зал, дети пели фальшиво, жалобно, мудрый ворон баян терзал. Сказки новые, сказки старые, детвора простодушна, зла, под улыбкой лицо усталое, как под корочкой льда слеза. Не тоскуй, на судьбу не сетуй, сколько минуло лет, имен, кто-то ищет тебя по свету, кто-то снова в тебя влюблен. И королевский шут. У меня был приятель, поэт очень хороший, даже, наверное, друг. Вот, он, к сожалению, уже умер, Игорь Бобров. Вот, и вот я с него списал вот этот портрет. Я живу у подножия трона. Колокольцы мои звяк-звяк. Голова короля в короне. На моей дурацкий колпак. Карлик. Горб полный слез и срама. Да всклокоченная седина. Души ваши, помойные ямы я выскребываю до дна. И, взирая на их содержимое, почему-то смеется король. Смех его золотая жила за мою шутовскую роль. Вот такая моя работа. Никого мне из вас не жаль. Я могу до 7-го пота унижаться и унижать. Иногда лишь душа не на месте. Ноет старое сердце мое, если маленькая принцесса, улыбаясь, в ладоши бьет. А вот мои поиски. Вот в то время я разговаривал с одним человеком, который называл себя верующим, вот, и мы с ним много спорили. И вот из-за этого вот родились такие стихи. Называется «Рождество». Оно как бы два маленьких стихотворения, диптих такой. Первое. Родился Бог, и добр, и светел, в лучах заботливой звезды. Небесный дух, небесный ветер кружил над хижиной, как дым. И мать, устало улыбаясь, еще не ведала тогда, как мимолетна эта радость, какая ждет ее беда. И второе.
У снега нет хозяина, у ветра нет работников. Была планета спаяна без пекарей и плотников. Была душа дыханием, была звезда источником надежды и страдания в евангелийских очерках. Голгофа, крест, как плечики, и смерть глубокоокая. А слово было Богово, а сын был человеческий. Рука уже на рукоятке ножа, и ты ждешь, что жертва сама подставит шею. Смотри, как бы не стало жаль тебе этой детскости отношений. Ты не такая мудрая, как тебе кажется. Стряхни же с души липкую сажицу и будь, как я, ребенком. Не бойся пеленок, мыла и застиранного белья. И тогда поймешь, как нужны мы друг другу. Ты и я. Ну, может быть, вот с этой книжкой уже расстанемся, перейдем к другой. А то еще мне хотелось бы вот из того, что я в последнее время писал, прочитать. Ну, вот эта книжечка, она как бы вот, пополам делится. То есть часть старых стихов и часть, которая написана через 15 лет. Вот я из старых сейчас, может быть, 2-3 стихотворения прочитаю. Вот мне очень хочется вам прочитать 3 посвящения Александру Аракелову. У нас в Нижнем Новгороде вот, был у меня такой знакомый Александр Аракелов. Он тоже писал стихи, у меня есть книжка с его стихами. Вот. Но главное его занятие было, он был большой библиофил, у него огромная библиотека была, много редких книг было. Но этот человек спился для того, что, в общем, когда он умер, у него в квартире вообще ничего не было, голые стены. Вот, и я с ним тоже здорово квасил, мы с ним очень много выпили вместе, и много разговоров было. Вот, ну и написал я вот 3 посвящения, так и называется цикл, 3 посвящения Александру Аракелову. Первое. Островок ничего не попишешь, в океане прости, если можешь. Кружит в поисках крова и пищи по нему не случайный прохожий. Ослепленный песками пустыни, искалеченный вирусом страсти, он рифмует всегда непростые миражи отшумевших ненастий. Он ушел и оставил нас с теми, кто не знает, что можно утешить кредитора по имени Время, векселями листвы пожелтевшей. Сгинул в собственных он сновидениях, по тональности бархатно-алых, узнаваемый в стихотворениях, ожидаемый в новых скандалах. Второе. Не зачерпнуть воды веслом. Не удержавшая эмоции, объята гневом огнем, горит и не сгорает солнце. Ты не Икар, но сжег уста в металле солнечной короны, под звездные ныряя звоны с оледенелого моста. Морозный воздух гнет в дугу, предплечья тополей и кленов, и стынет сердце на снегу гвоздикою самовлюбленной. Так новорожденного крик врезается в сугроб погоста. По-детски хмурится старик, стыдится лет своих подросток. А время, пущенное вспять, вновь возвращает наши беды. Как ранней смерти избежать, как женщину не потерять, как не упасть с велосипеда. И последнее. Снежинки сирени с дурманящим запахом смерти ложатся на землю, как цель, не нашедшие пули. Любви и свободе верны лишь поэты и дети. Воистину Бог — это символ, а черт — это жулик. Снежинки сирени с чехоточным запахом пепла растают на теплом берете зеленого лета. Больного ворожбой из ремарок и реплик. Помянем же, друг мой, забытого ныне поэта. Вот тут немножко уже начинается что-то вот связанное с верой. Сейчас я вам хочу прочитать вот маленькое такое стихотворение. Оно мне нравится очень. Вот так же изменился я, почувствовав едва в единстве нынешнего дня единство божества. Ничто не ново на луне, все с одного клише. Друг мой, на солнце пятен нет, они в твоей душе. Еще мой опыт невелик, но как велик соблазн своим огнем наполнить блик твоих погасших глаз. Как в зеркало ты смотришь в ночь, прикрыв рукой свечу. Я знаю, как тебе помочь, и потому молчу.
вот можно тоже из того периода. Я тогда очень увлекался Прустом. У него такой цикл есть «В поисках потерянного времени», там называется, если не ошибаюсь. А? Утраченного времени, да. Вот. И я как раз, помню, плавал на пароходе до Астрахани обратно из Нижнего. Вот. И читал, это так вот одно другому очень так хорошо соответствовало. Покачиваясь на волнах скрипичного концерта Брамса, псалмы хмельного ренессанса поет февральская весна. Покачиваясь на волнах попутных времени потоков, она, подобно всем пророкам, грозит смятением в умах. Покачиваясь на волнах почти немыслимой свободы, подумаешь, как от погоды зависит наш ох и ах. Покачиваясь на волнах молитвы в тишине творимой, не исходит в помощь Божье имя к душе, нуждающей в потьмах. Покачиваясь на волнах стихов, любви и алкоголя, жизнь не кончается, доколе Бог балует детей и птах, покачиваясь на волнах. Застывшие следы подтаявшего марта, холодный уголек в прищуре теплых век. Поверишь ли опять любовному азарту и примешь ли игру, теперь уже навек? Допустим, я шучу, и как всегда не кстати, а ты в ответ тряхнешь соломенным дождем растрепанных волос. Как разовая скатерть, последний ляжет снег гостеприимным сном. Так я про Пруста-то другое стихотворение. Я вам прочитал тут про Брамса. Вот про Пруста-то стих. Парадоксально нежные, сродни романам Пруста, зимы пейзажи снежные, холодное искусство. Легко батистом ине по серебряной ветви деревьев. Небо синее лучится синим цветом. Стоически упрямые морозы треплют уши, и ветры, вечно пьяные, все время лезут в душу, целуются с поэтами, ни в чем не знаем меры, зиме моей неведомы хорошие манеры. Кого ты ждешь на пристани, заснеженной, замерзшей? Вообще художник истинный пытается жить проще. Ну, вот и этот период мы закончим сейчас. Я вам прочитаю вот последний стих из того периода. И вот уже... Может быть, зимнюю тему открыть? Интересная зимняя тема. Зимнюю тему, которую вот это? Да. Ну вот, да. Значит, это такой сонетик. Я вообще очень люблю эту форму сонета. Почему? Потому что она очень удобная. Не нужно думать, с чего начать и чем закончить. Составлено так ритмически, что конец он как бы сам выплывает из начала. Очень удобная форма. Поэтому сонетов у меня довольно много. Даже целый венок сонетов есть. Если будет желание и время, я, может быть, потом прочитаю в конце. Вот, а такой сонетик. «Рука твоя, как нежный ручеек, лаская берега моих ладоней, стремится прочь, теряется и тонет в распутице сомнений и тревог. Был поцелуй недолг, не глубок, в обход традиций всех любовных хроник. И зябко вздрогнул пыльный подоконник от взгляда безучастного. Цветок рассвета так беспомощен и робок. По почерку заметно, это проба улыбки и пера иного дня. Темно еще, и жмуриться не нужно. Приснится новый сон, ничуть не хуже. Я ухожу, взгляни же на меня». Так, ну вот, значит, и теперь мы перейдем вот к другим стихам. Они будут очень сильно отличаться от того, что было раньше. Ну, мне так, во всяком случае, кажется. Наверное, вы обратите на это внимание. Вот, и как бы вот начать, вот мне как бы с первого стихотворения хочется, вот, которое, ну, как бы нас туда и выведет. Вот, новый мой возраст. Ну, то есть, вот считайте, в 2013 году мне было 52 года. А те стихи, которые я вам читал, там 30-летний человек писал. Вот, поэтому разница большая. Вот эта вторая часть, она так и называется, у меня 15 лет спустя. Стихотворение называется «Эпитафия на камне». Я когда-то из города детства уехал на юг, с той поры навсегда позабыв и друзей, и подруг. Расстилал свои снежные прелести северный край. Сказка севера — ложь, и с годами стал Каином Кай. Запад пел о свободе, манил золотым калачом. Заблудил меня древний ходатай за левым плечом. И тогда я с надеждой взор устремил на восток.
Только сбился с пути, тяжело занедужил и слег. А вернулся домой и с тюрьмой, и с сумой за спиной. Встретить час свой последний в дому у вдовицы одной. Вот такая история, брат. Не суди, не жалей. Осуши свою флягу, дружище, и снова налей. Это такое, если кто-то знает, Роберт Бёрдс такой есть. Вот, еще такая песенка была. Полях под снегом и дождем, мой старый друг, мой верный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. Ну и там кончается. И если б дали мне удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной. Это Александр Градский, между прочим, автор этой песни, очень хорошая песня. Вот. Но она, у нас вот, у меня была маленькая пластиночка, вот, и там была вот эта песенка. Ну, вообще, у меня есть маленький сборничек дома Роберта Бёрдса. Ну, вот, наверное, вот как-то вот всплыло откуда-то. Вот я уже давно его не читал, а вот вдруг, наверное, выскакивает откуда-то, непонятно откуда. Вот. Ну, например, вот по поводу того, что вот меня часто спрашивают, а почему вот ты не поешь свои стихи, ведь можешь, я вот и гитарой владею, там и пою. Вот. Ну вот я вам сейчас прочитаю стих, вот мне кажется, музыка не нужна. Вот он так называется, «Весенний вальс». Вот, вот послушайте. Падает, падает с крыши март, каплями, каплями в снежный сад. И холодов уже нет таких, ветер северный стих. Крадется тайной тропой весна, и улыбается ей сосна. Луч, отраженный в зените луж, как подвыпивший муж. Хлюпает музыка вдоль стены, вдоль вспотевшей ее спины. Чистые звуки, как свет, как снег в зимнем давешнем сне. Грусть моя, здравствуй, с весной вдвоем смотрится в маленький водоем. Вечер настанет и снова в лед песнь мою закует. Ну, а пока я в тепло лицо погружаю, как мяч в кольцо, улыбаясь и в воздух пью, будто юность мою. Слушай, небо, поет душа, даже если там ни гроша. Веснам, зимам слагая гимн, свежим, новым, другим. Падает, падает с крыши март, каплями, каплями в снежный сад. Пахнет хлебом и молоком, отогревшийся дом. Вот, ну, уже ведь музыка уже, что тут еще, какая музыка? Хотя, не знаю, может быть, кто-то захотел бы, спел бы. Было бы лучше. Да, было бы лучше, Еще было бы. если бы спели. Еще бы. Ну, возможно. При вашем голосе и Так, ну, музыкальности. вот мое тоже любимое стихотворение Наталья Витальевна уже прочитала. Жаль. Я хотел сам прочитать. Ну, можно, но тут же не было. Тут почти не было никого, так ведь? И интересно вообще. Давайте. Я шучу. Ну, почему шучу? Конечно, читайте. А вот, кстати, вот, чтобы дополнить биографию, когда я рассказывал, вот это тоже как бы немножко биография. Сюжетные линии витийства сродни французскому роману. Симфонится громоздким листом, граница умным телеманом. В границах между сном и словом затылок, как кресты погоста. Истории пути земного идут ко мне из 90-х. Истории моих чудачеств и поэтических открытий ввиду не лучших моих качеств на сломе судеб и политик. Тогда я мог грозить дуэлью, сберечь пощечиной честь дамы. И вырастали из похмелья хорошие стихи. С годами пришли другие ощущения, покойнее, сильнее прежних. Терпеть, прощать, просить прощения непросто, но и неизбежно. Из тех застолий, раздолей, безбожия, греха и срама я будто из тюрьмы на волю шагнул по направлению к храму. Туда, где красками иными бессмертие радуга встречает. Ах, утоли мои печали, светися, Иерусалиме. Отец Иоанн вот немножко водички попьет, а я вот хотела сказать по поводу музыкальности. Так не хочется рано вставать, так не хочется жить на рассвете, раз уснуть бы и спать под поющий за окнами ветер. А не ветер, так снег или дождь, все равно, лишь бы что-нибудь снилось. Для чего же?
мне, скажите на милость, этой жизни неотвратимость и сердечная вечная дрожь. Вы знаете, мне Ну, всегда потому что снятся не сны, требуется. и сны цветные, и поэтому я очень люблю поспать, потому что в кино ходить не надо, я все время, вот мне стоит на 5 минут задремать, я уже что-нибудь посмотрю. А Причем цветные, уже- по-моему, все видят, говорили. Вот. Вы знаете, у меня есть девочка моя маленькая, правда уже сейчас не такая уж и маленькая, 10 лет, Варвара. Вот. А когда она была совсем маленькая, у нее волосы были, вот, знаете, вот как пух на самом деле. Вот, кажется, вот чуть-чуть вот неосторожно раз, и она оторвешь. Вот пух натуральный. Вот. И написал, я никогда таких вот стихов не писал, а вот я ей посвятил, колыбельная называется. Вот. Ее вообще, как бы, ну, надо петь. Знаете, есть такая музыка Моцарта. «Спи, моя радость, усни». Вот это Моцарт написал колыбельную. Вот. Стихи я не знаю чьи, а музыка Моцарт. Вот. Ну и вот в этом ритме, вот моя колыбельная, она только с другими словами. Спи, мой подсолнушек, спи, семечки глаз закрывай, и вечер росою кропит теплой земли каравай. Пух твоих нежных волос, солнце хранит теплоту, капельки всех твоих слез звездами в небе цветут. Слышишь знакомый мотив, стелется вдоль пеленой, Моцарт улыбчив и тих, гасит свечу над тобой. Слабо мерцает ночник, песню поет тишина, ангел-хранитель почти дремлет в ногах у окна. Моцарт улыбчив и тих, зреет мой голос, мой стих, в снах и видениях твоих. Вот такая вот нежная колыбельная. Ну, сейчас у нас осень, так что, может быть, еще про осень. Так называется, конец сентября, но уже почти конец. Сегодня у нас 19. Почему я не живописец? Я писал и писал бы осень, как Ван Гог в подсолнухе. Бросить меж деревьев туманное, листья ты таких уже не увидишь. Прячут краски в молочной ткани, солнце шар цвета спелой вишни ранним утром глаза не ранит. Я писал бы смятение, смутность, акварелью моих раздумий, день осенний, почти что судный, час рассветный, расстрельный. Пуля, мысль легко прошивает стаю птиц печалей, птиц нестроений. Я душою в тебя врастаю, как реликтовое растение в плоть земли. Где же ты, живописец, перед самой кончиной света, Бога избранная планета, вся в цвету, вся в осенних листьях. Вот у меня тут в этом цикле есть 2 стихотворения, которые как бы из прошлой жизни, но почему-то мне захотелось их включить сюда. Вот один такой стих я прочитаю. «Непостоянство февраля, который год уже тиранит мой мозг ленивый, на полях пометками пестрят тетради, черновики мои. А жаль, едва поверив сновидению, вдруг пробудиться. Так февраль моим играет вдохновение. Банальный падает слезой идея со вспотевшей крыши, чтобы разбиться о простой предмет, очки мои. А выше такое солнце, будто свет вот сей же час был создан Богу, к которому в наш бурный свет, увы, забыли мы дорогу. И дышит глубоко земля, потягиваясь в сладкой неге, и время застывает в беге, вернувшись на круги своя». Ну, чтобы вот как-то разнообразить. А может быть, слушателям дать пару выпустить? Может, кто-то что-то хочет Может, сказать? у кого-то что-то да. есть, реплика какая-то, вы не Да. стесняйтесь, говорите. Спросить, сказать. Вот я вижу, вы хотите. А как вам вот вера в Бога помогает решать проблемы вот, социальные, бытовые, домашние? И как вы чувствуете защиту, опору? И вот, ну, вот такое радостное пребывание в этой жизни. А я могу очень коротко ответить. Я их не решаю, их Бог и решает как раз. То есть вы все возложили? Да, он их и решает.
как правило. Вот, и знаете, решает так, что вот иной раз только стоит подумать о чем-то. Эх, вот хорошо бы там, вот, мне бы там ехать вот в отпуск надо бы, вот, денег-то вот хорошо бы. Бах, и вдруг такая требования, что мне 20 тысяч сразу дают в руки. Вот, только вот мысль только в голову пришла. Вот сейчас, например, не дают, потому что не надо. А вот когда надо, Бог обязательно дает. Поэтому вот все эти... То есть вы предаетесь, отдаетесь? Да, а он сам сказал, говорит, не думайте о завтрашнем дне, думайте о том, что вот сегодня. Поэтому, ну, у меня есть матушка, которая иной раз и как-то о завтрашнем дне больше думает, чем я. Ну и пусть думает, это, как говорится, ей нравится думать, пусть думает. Вот, ну, она знает, что я такой лоботряс, что мне все это как-то не очень интересно. Вот, ну, живу вот, я, собственно, и раньше-то, в общем-то, так жил. Но не потому, что был уверен, что у меня там будет дальше, а просто, ну, по своей вот такой безалаберности характера. А сейчас живу, потому что вот на самом деле Бог решает все проблемы. На самом деле, я и другим говорю, вы не торопитесь, вы оставьте все вот времени, вот помолитесь лучше. Вот как у нас архимандрит Ювеналий был. Вот я обратил внимание, как он отвечает на вопросы. Вот, я вот стараюсь тоже ему подражать в этом. Он, его спросишь что-нибудь такое, вот, например, я задаю вопрос. Это конкретно так было, и вопрос такой задавал. Я говорю, вот, батюшка, вот как же так, мы просим там безболезненной, непостыдной, мирной кончины, да, вот в Ектинье, в прошении, да, а на самом деле, вот я слышал от оптинских старцев, они говорят, хорошо бы человеку поболеть года 2 перед смертью, чтобы очиститься и пойти вот сразу в рай. Вот это было бы очень полезно. Вот. Я говорю, как же одно с другим сочетать? Он не сразу отвечает. Вот знаете, как я обратил внимание, вот он выслушал, да, во-первых, он все время вот там находится, он внутри, да, вот, и ему нужно, чтобы вот услышать, ему сначала нужно оттуда выйти, вот, а на это нужно время, да, вот у него пауза, значит, вот он вышел оттуда, потом он услышал, потом переварил, потом он еще внутри себя помолился, и если он не может ответить, как тут у меня был такой вопрос, сказал, я вот помолюсь и потом тебе скажу. Вот. А в этот раз он мне очень хорошо сказал, он говорит, ну, безболезненно в каком смысле? То есть имеется в виду, что душа грешника, она от тела очень больно отделяется, очень больно расставаться с этим телом. А праведник, он легко покидает его, потому что оно его никак не держит, то есть он уже неинтересный в этом теле, ему как раз без тела-то лучше. Вот в этом смысле безболезненный, то есть чтобы мы тоже вот так себя приготовили, чтобы нам не страшно было покидать наше это бренное тело, а нам придется его покидать, никуда не денешься. Ну, если, конечно, мы не доживем до второго пришествия, то придется. Но просто сейчас так жизнь складывается, что никто не может гарантировать, что мы не доживем, может быть и доживем. Отец Иоанн, вот тут филолог Марина Рябушенко. Когда мы с вами беседовали, да, вот на прошлой неделе, вы упомянули несколько имен, которые, ну, скажем так, я не помню слово влияние, но которые так или иначе, на которых вы ориентируетесь. Вы назвали Мандельштама и Бродского. Да, особенно В Бродского. общем-то, ну, Тарковского, да, это бальзам на мою И душу. Тарковского еще, на да. мою душу. Может быть, ну, как-то я не знаю, я никого не хочу оскорбить, если вдруг и Мандельштам, и Бродский, в общем-то, формально люди далекие от христианства, то есть оба евреи. Хотя у Бродского христианская тема как раз звучит. Вот. Ну, Бродский, он не то, что от христианства далек, он далек от православной церкви, а от христианства он Ну, не далек. в общем, да, У него даже была традиция, он каждое Рождество Неправильно я писал сказала, стихотворение. у Мандельштама тут немножечко сложнее с этим. Ну, Мандельштам, да, он такой он еврей, скорее лютеранин. настоящий по духу. такой, да, иудей, еврей. И даже он, кстати, воспитывался-то в детстве как иудей, в Ну, да. иудейской традиции, Да. да, и Тору учил. То есть вот Умер как православный. Мандельштам? Ну да, мученик. Ну, как мученик, но и мученик не за Христа. ну, в Все-таки. общем-то, Вот. Мученик – это все-таки разные вещи. Умереть просто как мученик или как мученик вам за Христа. ближе чисто поэтическая, вот эта вот техническая как бы их работа, или все-таки общая? Вы знаете, вот Мандельштам, да, вот, ну, я о нем много старался узнать, и прозу его читал, и стихи. Вот как человек, он мне тоже интересен, он не похож на других, он очень своеобразный, он, вот его вот это вот какая-то порывистость такая вот,
какая-то неуклюжесть. Ведь вот он, Истинно поэтическое, я ведь бы ему сказала. дали-то всего 5 лет. Он, в принципе, вот другой бы человек на его месте эти 5 лет спокойно перенес бы и вернулся из заключения. Но не только не Мандельштам, ему и года бы хватило, в принципе, так и вышло. То есть он в таких условиях существовать не мог. Он непрактичный, он такой неуклюжий, он вот слабый, Смита, маленький, да, физически маленький, и он неразвитый. это все прекрасно сознавал, и поэтому и шел-то туда уже, знал, что вряд ли он оттуда выйдет. Я думаю, он уже думал. И поэтому и малодушничал, поэтому и писал стихи, где славил Сталина, чтобы избежать этого ужаса, в который он угодил, в который он попал. Вот. Но я ему не судья, он хотел жить. Вот. Он хотел жить, поэтому писал, там, Батум у него есть стихотворение, где он там Сталина славит. Хотя перед этим у него было такое разгромное стихотворение, которое его и привело в этот лагерь, и сверкают его голенища, там, усища и так далее. Этот текст там попал в НКВД. Его жирные пальцы, как Да, чиркают. жирные пальцы. Вообще стих очень выразительный просто. И где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Конечно, написано здорово. И еще, ну, вообще Мандельштам, он настолько выразителен, что вот его стихи можно есть. Можно. Вот, понимаете, не слушать даже, не читать, а есть. Они настолько вот у него съедобные, на самом деле. Ну как же, Вот. художник нам изобразил глубокий обморок сирени. Да. Конечно. Нет, ну правильно, собственно, в программе своем заявлении он уже сказал, что слово это камень. Да. У него же первый сборник называется «Камень». Да. Вот. Вы знаете, у меня есть пластинка, где Юрский, который очень люблю, Сергей Юрский, это, мне кажется, лучший чтец всех времен и народов. Вот он читает там этого Мандельштама. Вот. И так читает, вы знаете, я и так-то любил Мандельштама, а когда услышал, как Юрский его читает, ну все, я там вообще просто расплылся, я не знаю, вот это вот у него хрустальный этот ваз, это вот, и выплеснул свой хрусталь. Он так это произносит, выплеснул свой хрусталь. Вот действительно, вот, прям вот видишь, как из этой вот вазы вот этот хрусталь выплескивается фонтаном таким. Ну, вот. Или там, знаете, вот такие вещи может делать только Мандельштам. Вот, например, он пишет: «И тоненький бисквит, ломая, тончайших пальцев белизна». Это ведь нарушение грамматики вообще всяческой. Да. То есть тут и тоненький бисквит, ломая, депричастный оборот, он подразумевает действие, которое должно, а тут тончайших пальцев белизна, почему-то с существительным. Но это так работает. Вот нарушение вот этого, это как Жванецкий говорил про одесситов, что вот они что они не шутят, они так общаются друг с другом, они специально шутить, они не стараются шутить, у них просто вот такой вот, они такие люди. Вот и Мандельштам, я уверен, что он специально эту конструкцию не выдумывал, у него она сама вылилась. И он просто сам, видимо, вот, когда она у него вылилась, он так глянул на нее и удивился: «Ба, что это я такое сообразил?» Но Вот, и когда тем у не нее она менее- вылилась, он все равно Да. все очень хорошо понимал. Ну, он Достаточно оставил, работу да. о Данте прочитать. Да. Анализ у него колоссальный у Мандельштама. Тогда И человек Он понимал это он всё. большой был трудяга, он был большой, ну вообще это, ну, вот в смысле ремесла, я не знаю, у кого найдешь столько открытий, сколько у Мандельштама. Вот. И поэтому, вы знаете, вот когда я попал мне в руки Мандельштам, а попал он мне в 80-е годы, когда я в училище учился музыкальным, попал он мне еще в тетрадках. Это там учительница одна переписала откуда-то из какого-то польского сборника, у какого-то там из-за границы прибывшего. И я вот и я когда увидел это, подумал, читаю, а сам думаю, и так можно, и так можно. Вот, то есть он меня так раскрыл, то есть вот я боялся, вот, а ведь так напишешь, ну не поймут. Ну, вот, Неправильно. Вот. И все время как-то сам себя ставил вот эти вот барьеры. Вот. А Мандельштам сломал все эти барьеры. И я как увидел, так ведь вот, оказывается, можно и такой краской, и такой можно шлепнуть там на полотно. Вот. И просто вот это было такое вот новое мое рождение. Он меня здорово просто вот раскрепостил, раскрыл. Знаете, как вот в музыке бывает, человек не может играть не потому, что у него техники не хватает, а он зажат. И вот бывает, хороший педагог может сделать так, что вот эту зажатость убрать. И вдруг этот музыкант играет так, что как Бог вообще, ну, выражение такое. Вот. И люди удивляются, как так? Да он еле-еле там что-то пиликал. Вот и Мандельштам сделал со мной, вот, я был зажат, и он меня вот освободил от этого, от зажатости, и пошло дело. Ну, а с Бродским там по-другому. С Бродским у меня постоянно идет внутренний диалог, диспут, спор.
он мне покоя не дает. Вот я вам даже стихотворение прочитаю, вы сразу все поймете, вот посвященное как раз Бродскому. Очарование прошло. Вот была такая минутка, вот такое было отношение к Бродскому. Я не говорю, что оно всегда у меня такое к нему. Очарование прошло, оно всегда проходит. Вот только думаешь, по что все так же скулы сводит, когда, склонившись над стихом, с тобою вместе страждешь. Когда барахтаешься в том, во что не входил дважды. В сознании неправоты почти что в каждом шаге все ищешь оправданий ты в судьбе и на бумаге. Чем дальше в лес твоих страстей, стенаний и творений, тем больше знаков на листе и меньше откровений. Уже не манит путь вдали, в углу пылится посох. Вот так же и стихи твои, мятежный мой Иосиф. Вот, понимаете, ну вот здесь, конечно, можно подумать, что Иосиф и тот, и другой, кстати. я разочаровался, а? Иосиф и тот, и Мандельштам, другой. это тоже Иосиф. Да, кстати сказать, да. Вот, но все-таки он как-то Осип себя обозначал почему-то всегда. Вот, ну вот я бы вот, у меня постоянно вот меня из стороны в сторону швыряет то, что касается Бродского. То мне кажется, что он настолько гениален, что просто недосягаем. А то вдруг приходит день, что мне кажется, да ладно, ну ничего особенного, ну обычный поэт, подумаешь. Вот и вот это вот я живу вот уже много-много лет вот в таком состоянии вот по отношению к Бродскому. Вот, ну, и сейчас вот на самом деле, конечно, Бродский меня научил самоиронии. Вот он умеет как-то вот и не стесняется не только над другими поерничать, но и над собой посмеяться. Вот, и посамоиронизировать. Вот это очень хорошее качество, которое не хватает особенно начинающим поэтам. Я помню, когда я начинал, да и все с этого начинают, наверное, да, такой напыщенный был, такой вот какой-то такой пафос такой ложный, ненужный. Сяду сейчас и нетленку напишу, да? Да, все хотелось нетленку сочинить, да. Но мне кажется, Бродский это тоже прошел, то есть... Наверное, да. Но вот, понимаете, вот поздний Бродский меня совсем перестал волновать. Я скажу почему. Вот, собственно, вот этот стих, это вот имеется в виду поздний Бродский. Стихи стали большие, стихи стали многострочные. Он освободил себя от всего. Вообще все барьеры поубирал. Вот. Ну и форма уже совершенно распалась. Вот. Ну и потом эти стихи уже написаны. У него последние стихи написаны. То есть вот то ли ему вдохновение изменило, то ли что. Ну, Вы знаете, имеете в виду сочинял? да, это уже сочинено. Сочинено. Но это видно, это всегда видно, когда человек сочиняет, или когда он действительно, как по слову Андрея Вознесенского, очень удачно он сказал, что стихи не пишутся, стихи случаются. Вот и похоже, что они случатся, у него перестали, и он стал их писать. Вот. Я когда тоже пишу, у меня тоже плохо получается. Вот. Но у меня, слава богу, нет такого, я не поэт, я священник, я там инженер, я музыкант. У меня нет необходимости все время писать. Вот. Сидеть за столом, там, кропать что-то. А вот у этих профессиональных поэтов, у них очень много таких вот стихов и строк, которые сочинены. Ну и если отобрать это все, убрать, то останется, ну, пятая часть того, что нам нравится. А все остальное это для литературы ведов и критиков написано. Вот примерно так. Вот как-то проводили встречу с Жилиным Сергеем. И он говорил про Мрыхина Николая, наверное, многие знают его, что Николай берет в сборники очень много проходных стихов, что надо отбирать. Он говорит: Николай, у тебя есть внутри редактор? Есть, говорит, только очень сговорчивый. Ну вот, уже как-то более позднее, вот сейчас я вам кое-что покажу. Вот, например, стихотворение «Брак». Оно такое необычное, Да, мне хочется его вам замечательно. показать. Наши ссоры все мельче, мельче, и длиннее обиды речи. Мы — дыра в полотне мироздания, бесконечное непризнание. Мы становимся старше, старше, в том порукою дети наши. Наш союз похож на содружество двух держав, но не на супружество. Мы с тобой все ближе, ближе. Время, высушив нас, нанижет на соседние иглы булавочки. Две бескрылые мумии бабочки. Я коченею качелью в парке зимой. Речение в духе твоих модернистов, пусть непонятно, но близко. А между тем я не в теме. Время спешит. И с теми, кто еще вечером в радость, утром тяжесть, усталость.
Я запечатан печалью, но без вины, без отчаяния. Просто в стенах одиночества сам воздаю себе почести. Нет уже большей свободы. В реку, не зная брода, в стих, очертя сознание, сам себе в наказание. Я каменею, немею, высказаться не умею, чтобы из самой крови нарисоваться в слове. В поисках вечных ценностей взгляд становится целостней. В поисках радости жизни делается капризней. Кажется, это взросление, истинное и последнее. Ну и немножко о том, как вот сейчас. Раньше было другое отношение, как сейчас вот я отношусь к тому, что я делаю. Я имею в виду вот стихи. Поэтому стихотворение так и называется «Мои стихи». Стихосложение – искусство игры со словами. Детские кубики – мост между нами и вами. Легкие волны эмоций и страсти цунами. Это игра в одиночку для всех одиночек, любящих прятать судьбу и читать между строчек. Тайны знамений и знаков в последний звоночек. Это пальба из хлопушек в живые мишени. Странная тяга к разрывам во всех отношениях. И утешениях, потерях, скорбях и лишениях. Слово в начале, потом слово за слово, точка. Как за сумою тюрьма, так за строчкой заточка. Сказка, раскраска для взрослых. Игра, заморочка. И никогда стихотворцы не знают покоя в поисках вечных иного шитья и покроя. Ниточки строк, собирая по двое, по трое. В строгие строфы на белой линованной глади, строго в затылок, в колонны их, как на параде. Новых открытий вам, книги мои и тетради. Вот, ну, вот с этой книжкой мы сейчас тоже закончим. Мне хочется все-таки писать то, что я сейчас вот пишу, прямо сейчас. Вот последний стих прочитаю отсюда, наверное, и все. Ну, такой немножко забавный. В сумасшедшем доме тихо, в сумасшедшем доме спят. Санитарам снятся психи, психам снится зимний сад. Там сидят в горшочках дети, полусонные цветы, убежавшие от смерти, от судьбы и суеты. А за стенами глухими вместе мы и старый млад. У цветка душа ранимее, чем у психа во 100 крат. У цветка душа как воздух, как дыхание весны. Спят в горшочках дети розы, спят и тоже видят сны. Время ничего не значит. Ночь за ночью, день за днем. Кто-то еле слышно плачет за решетчатым окном до утра во сне своем. Ну, это такая вот наша жизнь. Так, ну вот, а теперь все-таки, и вы знаете, я, наверное, начну вот с самого конца. Вот последнее стихотворение я написал месяц назад, вот с него и начну. Немножко как бы вот в обратную сторону идем. Так, еще время у нас есть немножко, да? До 8 вроде говорили мы. Вот был я в Абхазии. До 8 утра ведь? Да? Ну, был я в Абхазии, вот, а Абхазия, знаете, интересно, она называется не Абхазия на самом деле, она называется Апсны. Вот даже видели, наверное, вино с таким названием. Вот. А Апсны переводится с абхазского как страна души. Вот как у них называется страна. Вот, вроде просто, а в то же время очень трогательно, страна души. Вот это меня так тронуло, что вот я написал такое стихотворение. Ну, правда, называется не Апсны, а называется Абхазия. Вот, но подразумевается Апсны. Я говорю Ленин, подразумеваю партию. Говорю партию, я подразумеваю Ленин. Вот. Абхазия. Вершины гор теряют в облаках величину, величие, и все же гора, касаясь неба грубой кожей, истаивает негой родника. У горных рек прозрачная душа и песни их абхазского наречия. Бежит вода и падает на плечи расколотого камня голыша. Сам воздух полон миром, простотой, катает ритор моря гальку в пасти. Пуст горизонт, недвижим, беспристрастен, веками утверждаемый покой. Твой берег, оберег, великий сад, в волнах родится имени простому, что каждый час меняет свой наряд, лазурь предпочитая золотому. Вот, ну, вот политических стихов я не пишу, у меня всего 2 политических стихотворения. Вот одно как раз написано недавно, я его все-таки прочитаю.
Ну, как политических, тоже, в общем, все равно, конечно, это лирика, но как бы с таким с налетом политики. Вся в занозах русская душа, воздухом безбожия дыша, стала ты, душа, нехороша. Прячет стыд высокая стена, кровью умывается страна, здесь теперь владыкой сатана. Где святые 40 сороков, миллионы сроков и оков, вереницы плах и топоров? Широка страна моя, смотри, пишут приговоры трое, три, с троицей не дружен третий день. Бьется, как в истерике, огонь, бьют глупцы ладонью о ладонь, бьет с холста копытом красный конь. Смотрит смерть глазами латыша, выбирая жертву не спеша. Плачет император душа. Вот такой вот стих получился. Я, правда, не могу сказать, почему так. Вот. Ну, понятное дело, что это о тех. А то меня тут один человек спросил, это что, это вот сейчас так? Я говорю, да нет, что-то. Нет, я не имел в виду. Я хотел вот о том, что было с нами. Вот. Значит, вот такой стих. Прислушиваюсь, гром ли голос вдали меж туч и жарких дней. Я жду грозы. В седую полость, слепящей нитью из теней, ударил свет, как душно, пряно в тяжелом выдохе земли. Вот-вот сейчас безумный, пьяный гроза ворвется, утолит и сушь, и горечь вечных полдней, и недосып, из слов и слез вокруг да около. Да полно, божбой не начинают гроз. Вот это стихотворение ВКонтакте больше всех просмотров набрало, больше 400 уже. Вот я его сейчас вам прочитаю, но мне тоже нравится. Люди реки, люди ручейки, родники, пороги, стремнины, солнечная рябь и зелень тины, вихри судеб, линии позвонки. Всякий сам прокладывает путь к своему исходу океану, обнажая ветром ветеранам всю Творцу лишь ведомую суть. Душу настежь, кроша бьют в фрамуги, форточки, двери рвут с петель. Войны не ведутся без потерь, жить, прожить не творческие муки. Что нас ждет у вечного порога, рубежей последних впереди? Рай земной, милый на груди, рай небесный на груди у Бога. Хочется выпить. Пост. Нельзя. Теплый июньский дождь. И душа погрузилась вся в песню, как ветер в рожь. Светлая песня, без слов, без нот, слезы и тишина. Грусть приходит без рук, без ног, смотрит в проем окна. Слушаешь и боишься, вдруг будет недобрая весть. Дятел в затылке. Стук, стук, смолкла. Забыта песня. Все потому, что не было весны. В апреле мы от холода немели, помните, да? И пели только то, что нам велели, панически боялись тишины. Все потому, что не было тепла, и мы забыли о конечной цели. Мы потерялись в этой канители, в бегущих зеркалах добра и зла. Все потому, что не было любви. Сердца простыли, души обмелели. Еще бы никогда так не болели, не сетовали на стези твои. Капельки секунд падают на пластик. Новые часы в натюрмортах сна. Время в тишину запускает ластик. Истекает ночь по стеклу окна. Новые часы с усиками стрелок, будто твой Дали, шут и шалопай. За окном в саду снег, сосулькой спелой облетает март под собачий лай. Покажи пути, не лиши надежды. Снова пусть всему петь, расти, цвести. В небесах у всех белая одежда, на устах у всех Господи, прости. Вот, кстати, сонет, но он, правда, такой не классический. Классический обычно пятистопный бывает, а это как бы немножко сокращенная строка. Ты знаешь это все сама. Бывает день длиннее ночи, и как крадет его зима, и как выбеливает очи. И все это не от ума, и сердце этого не хочет. Поэтому и свет в домах, и снег, и солнце, между прочим. В саду хозяйничает смерть.
Деревьев голые скелеты в снега погружены на треть. А я гляжу в твое лицо и вижу, как смеется лето, как замыкает жизнь кольцо. Ну, вот такое странное стихотворение, вот из таких странных, которые неизвестно откуда приходят. Звоночки в позвоночнике тоски, когда тебя весь мир не понимает. Баюкают, целуют, обнимают подобие медлительной реки. В таком купании есть очарование, богатой дремой, богатырским сном. Ударит жизнь по голове веслом, поищешь настроение и название. За легкую небритостью зари синеет кожа утреннего неба. И ты в который раз попросишь хлеба в молитвах и молениях твоих. Вот, кстати, говорили об Арсении Тарковском. Вот у меня есть стих, который... А какая тетрадочка интересная. Да, это моя такая древняя тетрадочка. Который с эпиграфом взятым из Тарковского. Ну, эти строки очень известны, потому что если кто-то смотрел фильм «Зеркало», там автор сам читает свои стихи, и вот там звучат эти слова. Ни словом унять, ни платком утереть. Вот, Арсений Тарковский. А вот у меня стих такой родился вот под этими строчками. Гипсом забвения, по сколам и брешам, по вереницам смертей и разлук. Это не вылечить и не утешить теплым оружием преданных рук. Всех нас таких, одинаково разных, новой строкой прими и воспой. О, торжество одиночества, праздник, праздник, который всегда с тобой. Вот мой родник, обещание встречи, долгие реки, длинные речи, прячется в стих вдохновение жить, голову в плечи и крылья сложить. Вот, ну, вот сейчас я постоянно домой езжу по Славянскому шоссе. И вот про это Славянское шоссе у меня даже целых 2 стихотворения. Есть Славянское шоссе, а есть Славянское шоссе 2. Вот первое такое вот. Это вот первое стихотворение, которое я вот после этой книжки написал. Обгоняя тоску пожелтевших берез вдоль дороги, и с печалью обочин никак не вступая в контакт, я колесами шарю под днищем, пока мои ноги по-ирландски легко отбивают педалями такт. Сеют смерть небеса на леса, как солдаты штрафбата, под свинцовым дождем молча строем деревья стоят. Знак блестит в полутьме, запрокинутый в небо лопатой. Черной пропастью мнится невидимый новый асфальт. Облака нависают унылую многоэтажкой. День бежит без оглядки, невестую из-под венца. Впереди лишь зима. Какой она будет, неважно. С тем же снегом опять, без души, без лица, без конца. У нас зимы длинные, поэтому... Иван Генрихович возил нас на встречу с литературным клубом «Инвиз Можгу». Выступал там, это было очень интересно. А в прошлом году он съездил в День города в Воткинск. Воткинское литературное объединение конкурс проводило, и Иван Генрихович тоже там читал свои стихи. Воткинское городское литературное объединение отмечает нынче 85 лет. Это едва не единственный пример в России, когда городской клуб литературный столько лет существует. Знаете, я думаю, пора заканчивать. Если вы, я думаю, уже устали. Вот. Ну, нужно Последние просто 2 оставить стихотворения. время подойти людям, так ведь? Я приготовил Что вот кто-то два хочет пообщаться. стихотворения на закладку. Значит, первое стихотворение, это вот в прошлом году я был на Южном Урале, и там есть такое место, которое называется Зюраккуль. Вот, это такие большие-большие горы, такое красивое озеро, ну, в общем, это заповедная зона. Вода полирует камешки, шипя и пенясь у ног. Теперешняя и давешняя, всему название и срок. Я в лодке, на цепь посаженной, сижу, на горы гляжу, веду меж небесной сажей и лесом взглядом межу. На озере не погодится, и дует из всех углов. Молчит 3 гигантов звонница, 3 гор, 3 колоколов. Урал, философ и схимник, тайга, вековая вещь. Моим несносным ботинкам следа не оставить здесь. Теперешнее и давешнее, всему название и срок.
шагать по дорогам клавишам, лететь над водами камешком, восходами на восток. А последний вот такое полушутку, полусерьез. Стихи, как дети, вырастают и прости, прощай, и не ропщи, не сетуй. А новые, как будто не твои, и сколько хочешь сам с собой беседуй. И дочь уж не коверкает слова, и выражается предельно точно. Сидеет борода, а голова блестит все ярче, лысым многоточием.